Здравствуйте, Саид Добрый Иванович. день. Спасибо большое, что нашли время для абхазского телевидения. Спасибо Надеюсь, вам. наша беседа пройдет очень интересно. Саид Гурамович, вы стояли у истоков создания казначейства в Абхазии. В 2015 году, если я неправильно какую-то информацию говорю, вы поправляете, вы были назначены заместителем, сейчас вы являетесь руководителем. Как складывалась вся эта работа вот за прошедшие годы? Я действительно начал свою работу в казначействе в 2015 году, но не на должности заместителя, а на должности начальника, одного из начальников отделов управления казначейства. На должность заместителя я был переведен уже в 2017 году. 1 сентября 2015 года был запущен в пилотном режиме проект реализации казначейской системы. В него входило несколько организаций, порядка 15, на которых мы, скажем так, тестировали работу новой системы. В таком режиме мы поработали вплоть до июля 2016 года, а в июле 2016 года был осуществлен уже полноценный переход на казначейскую систему исполнения бюджета. Соответственно, все бюджетополучатели были переведены на обслуживание в управлении казначейством. За этот период, естественно, с 2016 года много чего поменялось в нашей работе. В принципе, можно сказать, что казначейство достаточно прогрессивная и динамично развивающаяся система, которая позволяет наполнять ее разными финансовыми механизмами и инструментами. За период с 2016 года было внедрено достаточно много новых механизмов, направленных на усиление финансового контроля со стороны государства над средствами бюджета. Расскажите, вот все-таки, какие преимущества имеет казначейская система перед банковской? Чтобы рассказать, наверное, о преимуществах казначейской системы перед банковской, сперва стоит, наверное, несколько слов уделить тому, как в принципе работает банковская система. При банковской системе исполнения бюджета все бюджетополучатели открывали свои расчетные счета в кредитных организациях. То есть у одной бюджетной организации могло быть энное количество расчетных счетов для разных целей в различных кредитных организациях. Естественно, финансирование им доводилось от Министерства финансов на эти расчетные счета, и, к сожалению, на этом контроль за целевым использованием средств бюджета он терялся. То есть организация получает сумму на свой счет, условно все ожидают, что они тратятся на те цели, которые предусмотрены бюджетом, но по факту уже контрольных мероприятий появлялось достаточно много случаев, когда суммы направлялись не на те цели, на которые они были предусмотрены. В этой связи казначейская система имеет ряд преимуществ. Основное из них заключается в том, что бюджетные организации лишены права открывать какие-либо расчетные счета в кредитных организациях. Расчетные счета в Национальном банке и иных кредитных организациях, коммерческих банках от имени Минфина открывает управление казначейства. Для клиентов, для бюджетополучателей открываются уже лицевые счета в самом управлении казначейства. На этих лицевых счетах, естественно, мы следим за всеми операциями, связанными с поступлением и расходованием бюджетных средств. И мы уже в режиме онлайн осуществляем предварительный текущий контроль за тем, чтобы эти средства направлялись на те цели, которые предусмотрены бюджетом, и, соответственно, следим за тем, чтобы они соответствовали уставным целям, задачам организации и были подкреплены документами, подтверждающими возникновение у них тех или иных бюджетных денежных обязательств. Естественно, такая централизация позволяет нам получать оперативную информацию о движении средств бюджета. То есть мы в любой момент времени можем определить остаток на счетах бюджетов всех уровней, предоставить эту информацию финорганам, что позволяет им, в свою очередь, более качественно, оперативно принимать решения о направлении этих средств, скажем так, на цели, предусмотренные бюджетом, в приоритетном порядке, скажем так. В чем это преимущество, если вкратце его сейчас сказать, между этими системами? Преимущество состоит в том, что мы имеем возможность осуществлять текущий предварительный контроль за целевым использованием бюджетных средств в момент их расходования. То есть, если у бюджетной организации
вдруг, скажем так, появится желание направить средства на те цели, на которые они не предусмотрены бюджетом, мы, соответственно, такой платеж приостанавливаем, возвращаем и следим за тем, чтобы он соответствовал закону, скажем так. 1 января прошлого года заработал механизм учета бюджетных и денежных обязательств. Что это и как это работает? Внедрение механизма учета бюджетных и денежных обязательств – это одно из направлений финансового контроля. Оно было внедрено в 2021 году. Направлен этот механизм на то, чтобы у финансовых органов, в первую очередь, как и у самих бюджетополучателей, была полная, исчерпывающая информация об объемах обязательств, которые у них возникают в течение года. Как это происходит? Организация в момент заключения договора обязана в соответствии с законом предоставить в управление казначейства соответствующую информацию о договоре, содержание договора, реквизиты поставщика и так далее. Это обязательство мы ставим на учет, и, соответственно, у нас есть информация уже о том, какой объем обязательств есть у каждой организации. Законом установлено, что бюджетная организация не может принимать на себя обязательств больше, чем установлено у нее лимитов, установлено законом. К сожалению, нередки были случаи, когда в течение года бюджетные организации принимали на себя обязательства, которые, скажем так, существенно превышают установленные им годовые лимиты. Это приводит, естественно, к возникновению задолженностей у организаций перед поставщиками, соответственно, у государства перед частными лицами. И для того, чтобы избежать подобного рода нарушений, мы решили внедрить такой механизм, то есть мы в текущем, скажем так, режиме мониторим и контролируем объем обязательств, которые принимаются бюджетными организациями. И, соответственно, если какая-то из организаций пытается превысить лимит установленных для нее обязательств, мы такое обязательство не принимаем к учету, и у него нет возможности провести по нему финансирование. Электронная цифровая подпись. На какой стадии разработка в этом направлении? Легко ли дается внедрить ее? В прошлом году мы заявили о том, что работаем над тем, чтобы внедрить электронно-цифровую подпись для наших бюджетополучателей. В прошлом году была проведена большая работа по созданию удостоверяющего центра, который будет заниматься выдачей средств электронной подписи. Более того, в декабре был запущен пилотный режим, в котором участвуют 4 организации. Это Министерство финансов, Министерство по налогам и сборам, Агентство правительственной связи и Пенсионный фонд. Они уже пользуются электронной подписью. С этого года, вот прямо сейчас, уже ведется работа по предоставлению электронно-цифровой подписи всем бюджетополучателям. Что это означает? Мы переходим на электронный документооборот, то есть все взаимодействие между казначейством и бюджетополучателями будет осуществляться исключительно в электронном виде. Все документы, которые формируют бюджетополучатели, платежные, расчетные, будут направляться к нам с применением электронно-цифровой подписи без необходимости их дублирования и предоставления нам на бумажном носителе. Соответственно, и те отчеты и выписки по лицевым счетам, которые предоставляются клиенту от имени казначейства, также будут направляться им исключительно в электронном формате. Этот механизм призван в первую очередь облегчить работу бухгалтерских служб бюджетных организаций, ну и, соответственно, повысить оперативность взаимодействия бюджетной организации с управлением казначейства. На практике вы уже почувствовали изменения? С теми организациями, которым было предоставлено право использовать электронную подпись? По тем организациям, которым уже предоставлено право пользоваться электронной подписью, так как это все-таки пилотный режим, они на текущем этапе дублируют на бумажном носителе документы и все же их нам предоставляют. Я думаю, со следующей уже буквально недели мы будем подписывать регламенты с бюджетополучателями об электронном взаимодействии. И с этого момента наше взаимодействие будет осуществляться исключительно уже в электронном виде.
Это избавит наших бухгалтеров в первую очередь ежедневно по несколько раз приезжать в наше управление для того, чтобы предоставить документы на осуществление расхода. Насколько эта система безопасна? Нет ли вероятности каких-то взломов, может быть? Сегодня цифровые технологии настолько шагнули вперед. По поводу безопасности вы что-то можете сказать? Электронная подпись, которую мы внедряем, она соответствует всем современным требованиям, которые предъявляются электронной подписи. Установлены соответствующие требования, правила выдачи и требования, установлены службой соответствующей госбезопасности о требованиях, да, которые предъявляются средством удостоверяющего центра и средством электронной подписи. Я вам точно могу сказать, что взломать и подделать электронно-цифровую подпись сотни раз тяжелее, чем подделать ручную подпись. В этом плане система достаточно безопасна и никаких угроз для работы системы в целом не представляет. Продолжая тему, хочется узнать, какое количество бюджетных организаций вы сегодня обслуживаете, какое количество лицевых счетов для этого открыто? На сегодняшний день в казначействе обслуживается более 400 бюджетных организаций. Количество их постоянно варьируется, добавляются новые организации, реорганизуются одни там, в форме слияния, там, ликвидации и так далее. Для их обслуживания открыто более 900 лицевых счетов различных типов. Это лицевые счета для учета средств от приносящей доход деятельности, для бюджетных средств, лицевые счета администраторов источников финансирования. Ежедневно на этих лицевых счетах проходят тысячи операций. Все эти операции у нас систематизируются, группируются. Естественно, проходят определенные этапы контроля, и уже в конце операционного дня, рабочего дня, уже в форме выписок и различных отчетов предоставляются участникам взаимодействия. Да, это получатели средств бюджета, администраторы и финорганы. В центральном аппарате 5 отделов, 6 региональных. Это порядка 50 сотрудников. Если неправильно говорю цифры, то поправляйте. Хотелось бы все-таки увидеть сотрудников, молодых специалистов. Если есть такая возможность, проведите нам некую маленькую экскурсию. Управление казначейства, оно создано относительно недавно. В этом плане можно сказать, что это молодое управление, и коллектив также достаточно молодой. Это молодые специалисты, очень компетентные, которые достаточно качественно выполняют поставленные перед ними задачи. Я вас с удовольствием с ними познакомлю. Рената. Один из отделов управления казначейства – отдел операционной работы и ведения реестров. Следует, наверное, отметить, что все бюджетополучатели свое знакомство с казначейством начинают именно с этого отдела. Он у нас ведет сводный реестр получателей и распорядителей бюджетов, открывает лицевые счета, закрывает, переоформляет их, отвечает за наши коммуникации с Национальным банком, с другими кредитными организациями. Расскажите вообще о целях и задачах вашего отдела. Отдел операционной работы и ведения реестров является тем отделом, с которым в первую очередь знакомятся все наши бюджетополучатели. Мы ведем сводный реестр получателей, распорядителей и администраторов средств республиканского и местного бюджетов. Также мы открываем лицевые счета для учета бюджетных и внебюджетных средств. Мы формируем юридические дела всех наших клиентов, которые в процессе работы мы дополняем. Наш отдел взаимодействует с Национальным банком по вопросам проведения платежей по счетам, открытым Министерству финансов. Также в течение дня мы формируем реестры платежных поручений для кассового расхода по лицевым счетам, которые открыты нашим клиентам. В конце операционного дня мы загружаем выписки по счетам бюджета, которые мы проверяем и обрабатываем по доходной части. Также в случаях реорганизации либо ликвидации организации мы занимаемся исключением реквизитов из сводного реестра и также закрытием лицевых счетов.
очередное структурное подразделение, отдел доходов Управления казначейством. Отдел доходов занимается распределением доходов между бюджетами разных уровней. Вся работа отдела направлена на то, чтобы качественно обработать все суммы поступлений, которые поступают в бюджеты разных уровней. Как вам известно, у нас открыты единые счета для зачисления всех сумм доходов. И первые люди, которые начинают эти платежи обрабатывать и получают информацию о их наличии, это вот именно сотрудники этого отдела. Они обрабатывают все доходы и, соответственно, предоставляют информацию администраторам доходов о суммах, которые были зачислены в бюджет от плательщиков в течение дня, месяца и так далее. Какое количество сотрудников? Штат отдела составляют 4 человека, отдел укомплектован. Такая штатная численность вполне отрабатывает функцию? Да, достаточно, штатной численности вполне достаточно, чтобы качественно, оперативно осуществлять задачи, поставленные перед отделом. Какой-то отдел, и расскажите, чем они сейчас занимаются? Отдел бюджетного учета по операциям со средствами бюджета. Они занимаются обработкой всех данных, которые у нас проходят в течение дня. Все операции, которые в течение дня проходят через нашу систему, они обрабатываются в конечном итоге здесь и формируются уже в форме различных форм отчетов, главных книг, балансов и так далее. Здесь скапливается вся информация обо всех операциях, которые были проведены в нашей системе за период с 2016 года. Вы знаете, у нас очень интересная работа. Во-первых, это сплоченный молодой коллектив. У нас многонаправленная работа, то есть очень много там узнаем нового. Училась я в Российском университете дружбы народов города Москва, окончила магистратуру, то есть всегда любила цифры, реально, наверное, не представляла себя без бумажек. И то есть это то, что я делаю с удовольствием и хожу сюда. Наше дело, то есть структурное подразделение управления казначейством Министерства финансов. Задачей нашего отдела является организация работы по ведению бюджетной отчетности, кассовое исполнение республиканского бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета, бюджетной системы. То есть мы ежедневно обрабатываем выписки по счетам бюджетов, то есть ведем ежедневный отчет. Далее наши отчеты, то есть происходит формирование, проверка и представление в Министерство финансов уже более оперативной, упорядоченной бюджетной отчетности. Происходит взаимодействие с администратором источников доходов, с администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов, а также с органами муниципальных образований, органами государства, внебюджетными фондами, то есть по вопросам сверки бюджетной отчетности. Самый большой отдел управления казначейства, отдел расходов и кассового обслуживания исполнения бюджетов. Достаточно большой штат в этом отделе. Как видите, представлен преимущественно очень молодыми людьми. В задачи отдела входит доведение бюджетных данных до распорядителей и получателей бюджетных средств, осуществление операций по санкционированию платежей. Все наши бюджетополучатели именно с этим отделом осуществляют непосредственное взаимодействие, предоставляют сюда все платежные расчетные документы, необходимые для осуществления того или иного расхода. Только я понимаю, все молодые специалисты, это которые пришли на работу сюда, когда казначейство создавалось. Большинство из этих сотрудников, да, они стажировались, проходили стажировки в 2015-2016 году, когда шли подготовительные работы к переходу на казначейскую систему. Естественно, люди, окончившие только... За их плечами не было колоссальной практики. Да. На сегодня как вы оцениваете их работу? На сегодня достаточно компетентные, квалифицированные специалисты, однозначно, которые очень ответственно и ревностно относятся к своей работе. Однозначно можно сказать, что именно благодаря их усилиям, их работе, мы сегодня можем говорить о том, что можем брать на себя решение каких-то новых задач, которые ставит перед нами правительство.
В основном мне хочется узнать, здесь специалисты работают, которые окончили российские вузы или все-таки Абхазский государственный В университет? основном коллектив представлен с сотрудниками, окончившими Абхазский государственный университет. Естественно, работают и люди, окончившие высшие учебные заведения в Российской Федерации. Я бы не стал их делить по уровню знаний. Достаточно высокий уровень знаний демонстрируют все наши сотрудники в этом. Вы можете сказать с уверенностью, что Абхазский государственный университет дает достаточно Можем, да, знаний, однозначно чтобы можно было сказать, приступить что, к работе? Да, Абхазский госуниверситет дает достаточно знаний, чтобы человек мог реализоваться уже непосредственно на работе. И мне бы хотелось непосредственно поговорить со специалистами, кто изъявит желание. Пожалуйста, желающих много. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и какую должность вы здесь занимаете? Меня зовут Харония Виктория, я ведущий специалист отдела расходов и кассового обслуживания исполнения бюджета. Где вы учились, чем занимались, почему выбрали эту профессию? Я училась в Абхазском госуниверситете и окончила его в 2021 году. И сразу после окончания пришла сюда, проходила стажировку, по окончании которой у нас было итоговое тестирование, и по итогам тестирования я была принята на работу в казначейство. Чем непосредственно вы занимаетесь? За что вы отвечаете? Какую работу вы ведете? Ну, основной функцией нашего отдела является осуществление контроля за соблюдением финансовой дисциплины, а именно это осуществление предварительного и текущего контроля за расходованием, распределением средств республиканского бюджета, местных бюджетов и бюджетов государственных небюджетных фондов. Вообще моя цель показать, что у нас есть молодые квалифицированные специалисты, и в основном вас не видно. Вы сидите в кабинетах, не выходите. Нет, может, вы выходите, конечно, после работы, но что вас удерживает находиться в закрытом пространстве? Получается, молодые люди, которые хотят общаться, развиваться, выходить, ездить, там, не знаю, может, видеть мир в конце концов. Понятно, сейчас ограничения с пандемией, но что вас удерживает именно в такой работе, с такой спецификой, с цифрами, с компьютером, как бы с 9 до 6? Что вас держит? Изначально, выбирая направление при поступлении в университет, я знала, куда иду, я работаю с цифрами, образование у меня бухгалтерский учет и аудит, то есть я знала, что у меня будет работа, связанная с компьютером, и непосредственно здесь очень интересная работа, потому что мы не стоим на месте, мы постоянно развиваемся, мы идем в ногу со временем, вводим новые механизмы, новые инструменты. Это меня, как молодого современного человека, это очень интересует, и я хочу непосредственно принимать участие в таких нововведениях. Как складывается вообще работа? Здесь вот в основном молодой коллектив, общение, наверное, с более взрослым поколением. Что для вас это дает? Это некий опыт или все-таки борьба между взрослым и молодым поколением? Нет, я бы не сказала, что это какая-то борьба, то есть мы находим общий язык, и у нас складывается общение, в принципе, довольно легко. То есть и они понимают наши нововведения, наши механизмы. Конечно, периодически, когда мы вводим какой-то новый инструмент, возникают трудности с адаптацией и как бы с привычкой работать с ними, но постепенно это все уходит на второй план, то есть очень легко усваиваются и молодые, и постарше. Спасибо большое. Спасибо вам. Асмат, вы работаете здесь больше 5 лет. Как вообще складывалась ваша работа? Можете рассказать? Вы один из тех, кто стоял у истоков создания казначейства. Как изначально складывалась работа? Сейчас легче или все-таки вначале было легче? Как все это происходило? Нет, безусловно, вначале было гораздо сложнее, потому что мы пришли сюда после университета, я и многие сидящие здесь девочки. У нас не было опыта работы, но мы сюда пришли после конкурса. На конкурсе нас всему обучали, рассказывали, показывали. И, конечно же, мы примерно понимали, о чем идет речь всегда. Но когда в 2016 году открыли казначейство, никто практически из бюджетополучателей не знал о процедуре прохождения, о том, как мы будем проверять документы. Было достаточно сложно к восприятию, особенно вот взрослое поколение, конечно, им было гораздо сложнее. Более того, технически у нас есть свой программный продукт, в котором мы работаем, и нам надо было обучить каждого бюджетополучателя, как работать в этой программе. Насколько молодым людям
легче дается работать в такой структуре, где все цифровизовано, где все связано с какими-то новыми технологиями? Или все-таки этому обучению, понятно, поддаются все? Насколько это ближе к молодежи? К молодежи, наверное, ближе, во-первых, потому что это интересно, это новое, тот опыт и те знания, которые мы здесь получаем, безусловно, сложно оценить. Вы довольны тем, что выбрали такую профессию? Я очень довольна своей работой, Как своей для вас профессией. складывается ваше взаимоотношение с коллективом? Вам было бы проще, если бы все-таки были в вашем коллективе люди, которые постарше, имея какой-то опыт за плечами? У нас была начальница, вот когда мы только начинали работать, более взрослого поколения, и, конечно же, тогда она была очень опытным специалистом и многому нас научила. Безусловно, ее вклад тоже нужно оценивать. Но сейчас коллектив достаточно молодой, и сказать, что я бы думала, что со взрослыми легче, не могу, потому что у меня такого опыта и не было. Я главный специалист отдела расходов и кассового обслуживания и исполнения бюджета в Республике Абхазия. Отдел расходов и кассового обслуживания и исполнения бюджетов занимается непосредственно расчетно-кассовым обслуживанием республиканского бюджета, местных бюджетов и государственных внебюджетных фондов. Непосредственно наш отдел занимается доведением лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования, а также утверждением бюджетных и денежных обязательств. В ближайшее время у нас открывается новое направление – это механизм казначейского сопровождения. Этот механизм внедряется с целью эффективного контроля за целевыми средствами. В настоящее время выполнение обязательств по государственным контрактам осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетные счета, открытые в коммерческих банках. Это приводит к тому, что бюджетные средства теряют статус государственных и снижается к минимуму финансовый контроль со стороны государства. Механизм казначейского сопровождения позволяет контролировать путем открытия лицевых счетов управления казначейства целевых средств. То есть распространяется механизм казначейского сопровождения на контракты, определенные актом Кабинета министров Республики Абхазия. В целом действие механизма казначейского сопровождения как одного из направлений финансового контроля предполагает рациональное эффективное использование целевых средств путем достижения высокого уровня финансовой дисциплины всеми субъектами финансового права.